Добрый день. Добрый день, Костя. Виктор, скажи, пожалуйста, кого ты мог назвать в качестве своего любимого учителя, либо любимых учителей? Во-первых, свою первую учительницу, это Ярославская школа номер 10, Мария Степановна, фамилия Мухтарова. Вот. Во-вторых, учителя по физике, Галина Владимировна, фамилия не помню, и учителя по геометрии, алгебре, Надежда Павловна. Вот. Марья Степановна отличалась заботой о детях. Вот это вот и осталось в душе или там еще где-то. Галина Владимировна как-то четкостью и логикой изложения предмета, и то же самое можно сказать о преподавателе математики, вот, геометрии Надежды Павловны. Вот. А потом уже я слушал хороший курс лекций Чернова Евгения Александровича. Это все было, это уже в Самаре. Вот. Ну и я бы ограничился. Вот моя тетушка Прасковья Ивановна, она дала такой мне хороший совет вести литературный дневник. Я с 30 лет вел такой дневник, то есть делал выдержки из художественных произведений литературных в тетрадь. И этими выписками я до сих пор пользуюсь. Это очень хороший совет. В принципе, таких никаких указаний, как учитель, она мне не давала, но вот этот совет очень пригодился мне как преподавателю. Все, Костя. А преподавателем вы стали в зависимости каких обстоятельств? Что появилось первопричиной? Это трудно сказать. Я не могу сказать. Случайность, я считаю. Просто я работал пропагандистом на заводе. И неожиданно выяснилось, что ко мне на занятия ходят там раза в 2 больше, что ли, рабочих после смены, чем пропагандистам в других цехах. И так вот, проработав 5 лет пропагандистом, фактически будучи любителем философии, я пошел учиться на философский факультет. С Прасковьей Ивановной Чисталевой вы в каких родственных взаимоотношениях находитесь? Ну, моя тетушка, сестра отца, поэтому я ее племянник. Ну, все, Благодарю, спасибо.